Водитель перевернувшейся лодки в Тампонском районе помещен под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается. Итоги пассажирских перевозок подводят ленские речники. Сколько человек в этом году воспользовалось речным транспортом? Есть из чего выбрать. В Уснере работают 2 пекарни. Повлияет ли на цену хлеба конкуренция? Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Водитель перевернувшейся лодки в Тампонском районе помещен под домашний арест. Местный житель оказывал услуги по перевозке 8 пассажиров по реке Алдан на маломерном судне. На значительном удалении от берега лодка опрокинулась, все находившиеся на ее борту упали в воду. В результате происшествия 3 пассажира погибли. В ходе предварительного следствия назначены судебно-медицинские и эксплуатационно-технические экспертизы. Следственный комитет начал проверку в связи с пропажей 3 человек в Анабарском улусе. Поисковые группы идут по следу пропавших. С рассветом они выехали по следу снегохода, который обнаружили на реке Средняя. Кроме того, в поиске людей задействован вертолет Ми-8, который утром приступил к облету территории. В помощь к поисковикам в час дня вылетит самолет с 3 опытными спасателями и необходимым оборудованием. Напомню, что 18 октября из села Соскалах в село Юрюн-Кхая Анабарского района выехали на снегоходе 3 человека и до настоящего времени не прибыли в пункт назначения. Среди пропавших отец и дочь Туприны и друг их семьи. Свою работу завершает водный транспорт на реках Якутии. Вот и ленские речники перед тем, как встать на зимовку, подводят итоги пассажирских перевозок за сезон. Сколько человек в этом году воспользовалось речным транспортом, расскажет Марина Крутихина. Более 5000 человек перевезли речники за летний сезон. Сейчас, когда навигация завершилась, они подводят итоги. В этом году пассажиропоток порадовал. Сказалось понижение цены на билеты до Витима, Пеледуя, Хамры и Ярославского. Сельским жителям поездка в райцентр теперь обходится вдвое дешевле. Например, 2000 вместо 5 до Витима. Из районного бюджета на субсидирование выделили более 11 миллионов рублей. Решением главы весной было принято решение о субсидировании речных перевозок. На сегодняшний день перевезено 5720 человек, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1000 человек больше. Так, контракт изначально был заключен на 10 миллионов 400, а по итогам мы добавили еще 14 рейсов, итого вышло у нас 11 миллионов 600. За время всего летнего периода жалоб на перевозчика Лена Турфлот от населения не поступало. Это самый хороший показатель, считает в районной администрации. В будущем году практика субсидирования билетов продолжится. Сейчас место пристани уже пустует. 20 октября теплоход совершил свой последний рейс. Речные пассажирские перевозки подошли к концу. Теперь все ждут открытия зимника. Ведь добраться до города теперь можно будет только так. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». В Китайской Народной Республике открыли гигантский 55-километровый тоннельно-мостовой переход. Самый большой в мире мост находится в дельте реки Жуцзян, которая связал сразу 3 приморских города – Гонконг, Макао и Жухай. Мост связал города Джухай в провинции Гуандун, Гонконг и игровую зону Макао. Его общая протяженность 55 километров. В него входит основная часть длиной 23 километра, 7-километровый подводный тоннель, 3 вантовые секции и несколько искусственных островов. На конечных съездах находятся контрольно-пропускные пункты. Между точками на маршруте действует пограничный контроль. Конструкция рассчитана на 120 лет работы. Обещают, что сооружение выдержит тайфун со скоростью ветра более 300 км в час и землетрясение магнитудой 8. Максимальная скорость движения по трассе – 100 км в час. Время поездки на автомобиле из Гонконга в Джухай будет занимать теперь 30 минут вместо 3 часов. Однако воспользоваться этим маршрутом смогут лишь те, кто получил разрешение согласно квоте и внес плату. В Пекине считают, что путепровод создаст новые возможности для сотрудничества между материком и особыми административными районами.
Мы должны превратить этот мост в настоящее связующее звено между провинцией Гуандун, Гонконгом и Макао. Используя его, нам надо думать о людях и придерживаться духа сотрудничества, уважения и взаимного доверия, который мы развили во время строительства. Сооружение моста началось в 2009 году и должно было завершиться 2 года назад. Однако процесс нередко прерывался из-за коррупционных скандалов, пересмотра бюджета, аварий и несчастных случаев. На стройке погибли по меньшей мере 18 рабочих. Проект также подвергся критике экологов из-за угроз местной морской фауне. Точная стоимость моста не называется, однако только Гонконг вложил в него более 15 миллиардов долларов. К другим темам. В правительстве Якутии произошли кадровые изменения. Так Айсан Николаев своими указами назначил министром здравоохранения Елену Борисову, освободив от этой должности Михаила Хлопкова. Министром строительства стал Павел Аргунов. Ранее этот пост занимала Вера Кузакова. А Георгия Балакшина на посту министра по физической культуре и спорту сменил Иннокентий Григорьев. До этого он занимал должность директора Республиканского центра национальных видов спорта имени Василия Манчары. Владимир Путин предложил продлить на 2 года надзорные каникулы для предпринимателей. Цитата: «Практика показала, что есть сферы, где нужен постоянный, даже еще более жесткий контроль. Это прежде всего касается компаний, которые имеют так называемый высокий профиль риска, чья деятельность напрямую затрагивает жизнь и безопасность людей. Для всех остальных малых компаний, для самозанятых граждан предлагаю продлить надзорные каникулы еще на 2 года», сказал российский лидер на пленарном заседании форума «Малый бизнес. Национальный проект». Он обратился к правительству и Госдуме с просьбой оперативно принять необходимые решения и указал на необходимость и дальше совершенствовать законодательство и правоприменительную практику в этой сфере. В Госдуме прокомментировали ситуацию с ростом цен на хлеб. Профицитный госбюджет страны позволяет выделить дополнительные средства на поддержку сельхозпроизводителей, чтобы приостановить рост цен на продовольствие, в том числе на хлебобулочные изделия. Хлебокомбинаты же объясняют необходимость повышения цен рядом факторов, в частности, удорожанием бензина, тарифов на электроэнергию, а также ростом цен на муку, инфляцией и ослаблением рубля. По данным Росстата, по состоянию на 15 октября средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки в России составили 47,5 рублей за килограмм, тем самым увеличившись на 3% с начала года. Повлияет ли на цену хлеба конкуренция в Устнере, которую создают индивидуальные пекари? Жители довольны не только тем, что теперь есть из чего выбрать, но и качеством продукта в обеих пекарнях. О перспективах хлебопечения в районе узнавал Артур Старостин. Ежедневно прилавки магазинов райцентра наполняются различными видами хлебобулочных изделий. Хлеб – самый необходимый продукт. Время вспомнит, как все начиналось. Я как приехала сюда, в Устнеру, первый раз в 2006 году, мы раньше в ресторане пекли, там по-маленькому, там, небольшой, там, только лаваш, квадратный и национальный хлеб. А потом с 2008 года уже переехали в пекарню. В настоящее время пекарни мелекситян ведутся работы по ремонту системы отопления. Чтобы не оставить устнерцев без хлеба, его пекут ночью. Недавно в поселке появилась еще одна частная пекарня. Индивидуальный предприниматель Татьяна Короткова занимается выпечкой хлеба сама. Продукцию реализует по договору на рынке и в 2 магазинах. Приезжают с поселков, с сел близлежащих. Берут по 10, по 20 булок. Не так давно у предпринимателя сгорел дом, где располагался ее магазин, но она не опустила руки и решила освоить новое для себя дело. Купила все необходимое. Хлеб, выпеченный Татьяной, пришелся по вкусу покупателя. Начала хозяйка печь, и серый, и белый, очень вкусный у них хлеб. Вот сейчас покупаю только у них. Единственная проблема у предпринимателя – помещение. Под пекарню оборудована небольшая однокомнатная квартира. С ноября планирует расшириться и, по мнению многих, составить достойную конкуренцию опытным пекарям. Артур Старостин, Светлана Поцелуева, Павел Комин, Аймиконский район.
Из-за повреждения газопровода дорожниками сегодня центр Якутска остался без газа. Как пояснили в Сахатранснефтегазе, компания, занимающаяся реконструкцией улицы Бестужева-Марлинского, во время земляных работ повредила газопровод высокого давления диаметром 57 мм. В связи с этим пришлось ограничить поступление газа сегодня с 8 утра до 17 часов вечера на участке между улицами Дзержинского, Федора Попова, 50 лет Советской армии и Очиченко. В Нерюнгринском районе несколько общественных организаций получили субсидии. Их общая сумма около 1 миллиона рублей. Деньги выделены на патриотическое воспитание детей о любви к родине в Южной Якутии. Материал наших коллег. Да, войдите. Здорово, Валя. Слава Богу. Извините за опоздание, разрешите сесть на место? Подержи. Казачье братство – это дисциплина и чувство локтя. Уважение к собственному народу прививают курсантам педагоги военно-патриотического объединения «Всходы». Внимание и к физическому воспитанию. Ребят учат искусному владению шашкой и нагайкой. В будущем парни будут участвовать в охране правопорядка во время массовых мероприятий. Поскольку казачество зародилось во времена становления христианства, то казаки очень сильный упор делают на православие. Казаки защищают храмы, и казаки всегда приближены к народу больше, чем кто-либо другой. Казачье объединение живет и развивается на собственные деньги. Никакого госфинансирования. В этом году решили поучаствовать в конкурсе на получение субсидии. Выиграли 200 тысяч рублей. На что потратят, уже определили. В программе у нас там много чего написано. Лыжные походы, соответственно, военно-полевые учения, игры, непосредственно участие во всех значимых для города, района, и республики Саха мероприятиях. Аналогичные субсидии получили еще 4 группы общественников. Деньги направляют на патриотическое воспитание детей, покупку инвентаря, ремонт учебных классов. С 2018 года разработан механизм и порядок поддержки уже отдельного направления. Это патриотическое воспитание молодежи и подрастающего поколения. 2 октября у нас впервые состоялся конкурс. Приняло участие у нас 5 учреждений, которые осмелились, предоставили документы, которые у нас оценивались комиссионно по балльной системе. Поддерживать общественников рублем в Нерюнгринском районе собираются ежегодно. Сегодня патриотическое воспитание молодежи в приоритете. Александр Лысак, Сергей Козюра, Вадим Барашков, Нерюнгри. Оставайтесь в курсе главных событий с НВК Саха и Якутии 24. Еще больше актуальных новостей на наших сайтах. Всего доброго и до встречи в эфире.